Ленск накануне потрясло ужасное событие. Среди белого дня в центре города собаками был искусан 8-летний мальчик, после чего ребенок попал в реанимацию. Его спас случайно проезжающий мимо мужчина. Мальчик сильно травмирован физически и психологически. О состоянии ребенка, а также волнениях Ленчан. Материал Анны Кожевниковой. Кроме алых следов крови на белоснежном полотне этих закоулках частного сектора Ленска, больше ничего не напоминает о вчерашнем происшествии. Именно здесь, на пересечении улиц Чернышевского и Ленских событий, стая собак напала на 8-летнего ребенка, нанеся ему множественные укусы в области лица и головы. Если бы не Александр Тертычный, случайно проезжающий мимо, мальчика бы загрызли насмерть. Думал, сперва собаки дерутся между собой. Стал подъезжать ближе, смотрю, вроде человек лежит. Я даже не понял, что это ребенок. Я начал сигналить, подъехал совсем вплотную, собаки стали разбегаться. Смотрю, поднимается ребенок. Он сам встал. Смотрю, весь в крови, лицо все в крови было. Я его быстренько взял за руку, посадил в машину и сразу повез в больницу. Ребенок был в шоке, ничего говорить не мог. Я привез, сразу передал врачам его. Ребенок нуждался в срочной операции. 20 января 2020 года, вчера в 13:42, в Ленскую ЦРБ был доставлен ребенок с множественными укушенными ранами и травматическим шоком первой степени. Ребенок прооперирован, в настоящее время находится на лечении в реанимационном отделении. Проводятся все необходимые консультации со специалистами республиканских центров. И вопрос о дальнейшей тактике лечения в настоящий момент решается. Администрации города проведено собственное расследование. Печально в этой истории, которая произошла в городе Ленске, да, что собаки это были хозяйские. Опять же, то, что я говорил выше, это ответственность нас, самих жителей города Ленска. Если бы они были во дворе привязаны, это бы трагедии не произошло. Поэтому, конечно, мы сожалеем о случившемся, и администрация города Ленска возьмет все затраты на себя по лечению мальчика и сопровождению лечения в городе Якутске. Городская мэрия и рада бы истребить эту проблему под корень, но федеральное законодательство не позволяет. Прежде чем отловить сегодня животных, подрядной организации необходимо сделать видеофиксацию, то есть все снимать на видеокамеру, каким путем отлавливать животное, значит, с привязкой к местности, доставкой, пункт передержки. Сегодня обязательно требование, что должны быть приюты у нас, да, которых у нас нету. Значит, собаку должны содержать не менее 30 дней по новому законодательству. Значит, ее должны вылечить, стерилизовать, кастрировать в зависимости от пола животного. И если хозяин не обнаруживается, мы должны обратно выпустить собаку во внешнюю среду обитания, то есть на улицу опять города. Люди же требуют кардинальных мер. Нам нужно защитить своих детей. Правильно сказал отец Анатолий, ни одна собака не стоит ни одного мизинца или там, ногтя нашего ребенка. Поэтому тут мое личное мнение как мамы, как бабушки, как просто гражданин. Однозначно, извините, но собак нужно каким-то образом убирать с территории нашего города. Принятие законодательных актов возможно лишь на региональном уровне, о чем и просят жители Ленска. Сегодня по факту выходит так, что, руководствуясь гуманностью и защищая животных, мы не можем защитить собственных детей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.